Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевшара. И сегодня в выпуске. Актуальная тема. Президент Абхазии провел совещание по вопросам энергетики. Сделать выводы. Какие предпринимаются меры, чтобы обезопасить туристов? Не держат зла. Министр здравоохранения Эдуард Будба проведал в Сочи пострадавших при стрельбе в Пицунде российских туристов. Зачетный выход. В Абхазской госфилармонии прошел концерт государственного детского хореографического ансамбля «Абаза». Президент Аслан Бжаня провел совещание по актуальным вопросам состояния энергетической отрасли страны. В нем приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Алхаз Квицини и его заместители, спикер Народного собрания Валерий Кварча, премьер-министр Александр Анкваб, члены правительства, руководство Черноморэнерго, Генеральной прокуратуры, МВД, Верховного суда, главы администрации городов и районов республики. В ходе совещания главе государства доложили о текущем потреблении и рисках возникновения дефицита электроэнергии, о предпринимаемых мерах по борьбе с незаконной добычей криптовалюты и оптимизации энергообеспечения республики. Президент поручил премьер-министру Александру Анквабу взять под контроль вопросы энергетики, а также принять меры по кадровым вопросам. Примите меры, какие считаете нужным в отношении руководителей, вам подчиненных. Я не за репрессивные меры, но кто не справился, должен быть отстранен от должности, сказал глава государства. Пробуем подвести некоторые итоги нашей встречи. Первое, я так это понимаю, правительство будет готовить документ, связанный с ограничением потребления. Это вынужденная мера. И альтернативы этому нет. Потому как эта вынужденная мера параллельно является непопулярной, вокруг этого будет огромное количество разговоров. Значит, в информационном плане к этому мероприятию надо будет очень серьезно подготовиться. Черноморэнерго, министр экономики, а там, где нужно премьер-министр, нужно будет соответствующим образом дать разъяснения нашему населению. Люди у нас грамотные, они это поймут. Исчерпывающим образом объяснить людям, зачем мы это делаем, это первое. Второе, что этому пути нет альтернативы. Это первое, что надо сделать. Второе, согласен с тем, что исполнительская дисциплина в компании должна быть существенным образом улучшена. За такой период количество работающих в компании увеличилось почти вдвое. У нас что, какие-то мощности генерирующие появились? Или какие-то новые магистральные сети у нас появились? Что-то непонятно. Это вещи же должны быть взаимосвязаны. Еще один вопрос, о котором мы говорили, Калус Барнакович, вы и председатель Верховного суда завтра внесете ясность по исполнительным листам. Расширенный репортаж совещания президента, посвященного вопросам энергетики, смотрите в нашей программе 17 июня. В отношении Дмитрия Пиля, устроившего стрельбу в постояльцев пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде, следственным отделом УВД по Гагарскому району заведено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Сухумский городской суд избрал меру пресечения Дмитрию Пиля в виде ареста сроком на 2 месяца. Инцидент, имевший место в Пицунде, вызвал большой общественный резонанс и не только в Абхазии. Наши корреспонденты отправились в Пицунду, чтобы узнать, какие выводы сделали ательеры в вопросе безопасности туристов. Репортаж Алики Трапш. Сотни отдыхающих беспечно проводят время в различных пансионатах, отелях, домах отдыха, гостиницах Абхазии. Мы всегда рады каждому из них, как истинный хозяин радуется любому гостю. Но хороший хозяин должен беспокоиться не только о том, как принять и чем угостить гостя, но и позаботиться о его безопасности. На днях в пансионате «Самшитовая роща» произошел неприятный инцидент. В одном из ресторанов, расположенных на территории пансионата, местный житель в результате конфликта с 2 отдыхающими открыл огонь по ним и ранил их. Этот инцидент
инцидент может отрицательно повлиять на имидж Абхазии. Как такое могло произойти? Ведь отели, принимающие гостей, обязаны обеспечить их безопасность. На территории Самшитовой рощи, где произошло это преступление, помимо отдыхающих мог попасть любой желающий, так как внутри есть рестораны, кафе, спа-центр. При этом специальный контроль на проходной охрана обычно не проводит. Но после произошедшего инцидента руководство пансионата усилило меры безопасности. Спецконтроля такого у нас нет. Да, его просто визуально посмотрели, спросили, куда, в каком направлении идете. Если это рестораны, то их, рестораны, если в лечебный корпус, то лечебный корпус. Если за какими-то справками, да, он приходит до регистратуры, спрашивают. В холле также стоит сотрудник службы безопасности, видят все, пропускают вот в таком режиме. Вход в связи с последними происшествиями, да, ограничиваем. Да, и в дальнейшем, скорее всего, тоже будут эти ограничения. В пансионате в настоящее время отдыхают порядка 1000 человек. После случившегося здесь усилили охрану. По всему периметру пансионата, на пляжной зоне, а также в холле теперь стоят по 2 охранников. На территории почти в 10 гектаров камер видеонаблюдения всего 20, но уже в ближайшее время их увеличат вдвое. Вселяет надежду тот факт, что даже после случившегося отмены брони не было. Хотя все же не обошлось без негативных отзывов в интернете. Но несмотря на все это, постояльцы Самшитовой рощи говорят, что отдыхом они довольны. В принципе, старались не выходить за пределы отеля, потому что местность не знаем. Если ездили на экскурсии, все достаточно прилично было, все хорошо. Это могло произойти в любом месте земного шара. В России, в Абхазии, там, не знаю, в Австралии, там, везде же есть такие случаи. Но вы чувствуете себя здесь в безопасности? Да. Здесь хорошо относятся. Все хорошо. Единственное, море прохладное, а так все очень хорошо. Чувствуете ли вы себя здесь в безопасности? Расскажите, пожалуйста. Конечно, конечно. Ребенок у меня один вот здесь вот играет, бегает везде. Здесь классно. А вне территории пансионата вы тоже так же чувствуете себя безопасно, комфортно? Да, комфортно. Совершенно не страшно. Мы события эти не слышали и, в принципе, ничего такого не чувствуем. А вот на территорию пансионата Литфонд попасть посторонним не так-то просто. На проходной данные всех посетителей фиксируют в специальный журнал. Здесь же записывают и номера автомобилей. Далее сообщают охране, которая дежурит уже непосредственно внутри, что на территории находятся посторонние, и за ними ведется пристальное наблюдение. При этом стоит отметить, что подозрительных лиц сюда не запускают вовсе. Уже в течение 10 лет, можно сказать, значит, никакого хулиганского проявления на территории не было у нас, не говоря уже о краже какого-то имущества, отдыхающих и тому подобное. Количество охранников у нас достаточно, но, может быть, качество не совсем, как хотелось бы, но то, что есть, то есть. Иногда бывают уже знакомые наши давно, от которых можно не ожидать ничего такого плохого. Мы их пропускаем, они проходят, сидят, кофе выпили, значит, там мороженое покушали и уходят обратно. На территории Литфонда 3 стационарных поста. На каждом из них дежурит по 1 человеку. Остальная территория патрулируется охранниками. Кроме того, ежедневно сотрудники местного РОВД проводят осмотр территории вместе с охраной пансионата. Помимо всего прочего, здесь установлено 111 камер видеонаблюдения, в том числе и на этажах. Фактически попасть на территорию незамеченным невозможно. Заходим в систему, вот, например, 11-я камера. 11-я камера, вот, например, 14 числа. Вот видите, у нас полоса до 24 часов, потом утром в любое время нажимаем, куда хотим, и у нас все происходящее происходит на экране. То есть мы видим все, что происходит. Если что-нибудь случается такое у нас, где-нибудь драка или что-нибудь, мы сообщаем охране. Охрана уже, естественно, потом вызывает милицию или сами разводят. Так что у нас все камеры, 111 камер, у нас все они рабочие. Туристы, проживающие в пансионате, говорят, что чувствуют себя в безопасности. Нам здесь очень нравится, мы не первый раз здесь, третий год уже. Все нравится, и территория, и персонал, охрана, все нравится. Гостеприимство и для детей, детские площадки, и вообще все здорово. Даже за детей не боишься, что они убегают вот тут, вот вроде все здесь хорошо. Мы можем оставить детей на территории, вот сами на море, а дети здесь гуляют, ходят везде.
Объединение пансионатов «Курорт Пицунда» представляет собой комплекс из 7 высотных корпусов, которые расположены между Сосновой рощей и морем. Как и в советские годы, курорт Пицунда является излюбленным местом отдыха туристов. В настоящее время комплекс заполнен отдыхающими практически на 95%. Территория объединения пансионатов «Курорт Пицунда» составляет 22 гектара, и ее охрану обеспечивает 37 человек. Стоят камеры видеонаблюдения, но, к сожалению, они не работают по техническим причинам. В ближайшие 2 дня мы их пускаем в эксплуатацию. Есть у нас дополнительные соглашения с местным ОВД. К нам сейчас должны приехать курсанты Сухумского училища, школы милиции. Они будут проходить практику. Здесь мы предоставим им жилье и питание. У нас 7 корпусов. В каждом холле есть свой охранник. Они работают посменно. Сейчас, наверное, все-таки был у нас разговор в дирекции, что нам нужно чуть-чуть добавить. Туристы здесь говорят, что отдыхом они довольны и никаких жалоб нет. Комфортно, даже как-то, можно сказать, по-европейски больше здесь сейчас стало. Очень хорошо. А в плане безопасности? В плане безопасности, хочу сказать, тоже, думаю, все в порядке. Ничего такого сверхъестественного не происходит здесь. Мне понравилось, что очень хорошо относятся местные жители к туристам. Никакого негатива абсолютно не чувствуется. Никто не пристает, очень переживали на этот счет, но ни одного случая не было. Позитивные люди, наоборот, всегда приглашают к ним на застолья, прогуляться, экскурсии на каждом шагу. В целом очень довольны, все безумно нравится. На территории курорта Пицунда до сих пор ведутся работы по его благоустройству. К примеру, все торговые точки, которые располагались вдоль всей набережной, разместили в одной локации. Кроме того, идет строительство торговых павильонов. Все эти сувенирные лавки в скором времени переместятся в новые павильоны. Помимо этого, нас заверили в том, что здесь обязательно будут приняты серьезные меры безопасности. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. По поручению президента Абхазии Аслана Абжаня министр здравоохранения Эдуард Будба побывал в Сочинской городской больнице номер 4 и проведал пострадавших при стрельбе в Пицунде российских туристов. Подробности в следующем репортаже. Заместитель главврача Сочинской городской больницы Станислав Пятаков проинформировал министра здравоохранения Абхазии о состоянии здоровья пациента. На сегодняшний день, пока состояние его абсолютно стабилизировано, удалось восполнить и кровопотерю, вывести его из шока. И, что самое главное, у него сейчас есть дистальный пульс, пока признаков того, что он потеряет конечность, нет, хотя опасность это остается. В настоящий момент пока, в общем-то, конечность, ногу удалось ему и одну, и другую спасти. Спасибо. Спасибо. Да. Второй пострадавший, он находится в общей палате, состояние его средней степени тяжести, он более стабильный, в общем-то, у него нет тяжелых повреждений скелетных, повреждена стопа и есть на вылет несколько ранений мягких тканей конечности тоже. Министр лично поднялся в палату к одному из пострадавших, Тимуру Салимгариеву, и отметил, что с абхазской стороны ему будет оказана вся необходимая помощь. С нашей стороны будет максимальное содействие. Эта ситуация находится на контроле у президента Республики Абхазия. Поправляйтесь. Спасибо. Со своей стороны Тимур Салимгариев отметил, что не держит зла на всю Абхазию. Все зависит от человеческого фактора. Большое спасибо президенту Абхазии, что взял вопрос на контроль. Больница очень хорошая, врачи очень хорошие, помощь оказывают, все условия очень хорошие. К самой Абхазии, как республике, никаких претензий нет. Я все понимаю, что все зависит от человеческого фактора, что попался такой человек. То, что мой компаньон и мой лучший друг, он родом с Абхазии, поэтому мы приехали туда к нему в гости. И были в Абхазии много раз, и никогда таких инцидентов у нас не было. Еще раз спасибо президенту за то, что обратил внимание. По информации российских врачей, состояние второго пострадавшего Александра Филаяна тяжелое, но стабильное, без отрицательной динамики. Эдуард Будба также посетил реанимацию, где завершилась операция Александра Филаяна. Буквально закончилась операция по пациенту, по второму, по тяжелому. Сейчас с коллегами поговорили в условиях реанимации, обсудили и тактику, и всю ситуацию. Я думаю, что
Все, что нужно было на данном этапе, все сделано. Состояние, конечно, тяжелое, но весь объем необходимого вмешательства был проведен. Эдуард Будба поблагодарил персонал сочинской больницы за качественную медицинскую помощь. Сегодня по личному распоряжению президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжаня я приехал в Сочинскую 4-ю больницу для общения с пациентами, пострадавшими в результате огнестрельных ранений на территории Республики Абхазия. Пообщался с медперсоналом, с руководством клиники. Значит, Салимгириев, пациент сегодня находится в палате. Значит, состояние удовлетворительное. Все необходимое медицинское вмешательство было произведено, первое в Республике Абхазия, второе здесь уже непосредственно в 4-й больнице города Сочи. По больному Филаян, который сегодня находится в условиях реанимационного отделения, значит, у него скелетная травма плюс травма сосудистого пучка в районе бедренной артерии. Значит, ему было сделано оперативное вмешательство. Сейчас, на данный момент, больной находится в реанимационном отделении. После того, как он будет стабилизирован, насколько мне сказал начмед 4-й больницы, значит, вертолет прилетит из 1-й краевой больницы города Краснодара, и будет больной транспортирован силами санавиации в город Краснодар, в 1-ю краевую больницу. На данный момент состояние больного тяжелое, но стабильное. В Кабинет министров Абхазии представлен проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. Законопроект разработан по указанию министра внутренних дел Дмитрия Дубара и предусматривает ужесточение санкций статьи 217 Уголовного кодекса. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Согласно действующему уголовному законодательству, деяния, предусмотренные частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, относятся к категории средней тяжести, а санкция чрезмерно мягкая. Данное обстоятельство дает возможность органам предварительного расследования и органам судебной власти при отсутствии иных отягчающих обстоятельств применять в отношении лица, привлеченного к ответственности, меру пресечения, не связанную с реальным лишением свободы. Ужесточение статьи 217 обосновано также тем, что лица, находящиеся под следствием или судом, совершают аналогичные преступления с тяжкими последствиями. Ужесточение санкций указанной статьи окажет профилактическое воздействие на потенциальных преступников. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Министр здравоохранения Эдуард Будба встретился с представителями Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в Абхазию для оказания гуманитарной и консультативной помощи. В прошлом году ВОЗ проводила миссию по оценке подготовки системы здравоохранения Абхазии к COVID-19, после чего для эффективной борьбы с пандемией были подготовлены ряд рекомендаций, которые абхазская сторона реализовала в полном объеме. На прошлой неделе ВОЗ в качестве гуманитарной помощи доставил в Абхазию дополнительное оборудование для 2 новых ПЦР-лабораторий, а также средства индивидуальной защиты для 8 больниц республики. В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, мониторинга специалистами ВОЗ медицинских учреждений Абхазии с целью оказания гуманитарной помощи и медикаментами и медизделиями. Иммунный статус населения Абхазии к коронавирусной инфекции составил 24% при необходимых 80%. Таковы предварительные результаты исследований, проводимых с 7 по 11 июня в рамках абхазо-российской программы по определению иммунного статуса населения Абхазии. В настоящий период проходит расшифровка данных, которые были получены в рамках программы. По словам главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, граждане, у которых есть антитела к COVID-19, получат соответствующий документ. Всем, у кого отсутствуют антитела, необходимо обратиться в пункты вакцинации и сделать прививку от COVID-19. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открывает сбор средств для 11-летних Романа и Владимира Паразия. Мальчикам необходимо пройти обследование и лечение в Московском научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям. Стоимость обследования составляет 315 560 рублей.
Братья-близнецы Роман и Владимир Парази любят рисовать, лепить фигуры из пластилина, ходить на море. Предварительный диагноз мальчиков – расстройство аутистического спектра с сопутствующими заболеваниями, такими как разудальное поражение центральной нервной системы, задержка речевого и психоречевого развития. Но несмотря на это, братья очень активные и дружелюбные. С момента рождения у них у каждого свои особенности, они бывают разные в зависимости от ситуации. Они очень общительные. Вот это то, что им мешает выразить себя, это их невербальность, то, что они не могут разговаривать. К сожалению, именно этот фактор и предопределяет все остальные сложности. В 2009 году малыши-близнецы Роман и Владимир только появились на свет и даже успели побывать на руках президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в тот же день в Сухумский роддом с рабочим визитом. Задержку психоречевого развития у детей родители заметили после года. Амбулаторно проводилась нерегулярная терапия ноотропными препаратами. В возрасте 3 лет при поддержке государства детей вывезли в Москву на обследование, но, к великому сожалению, точный диагноз установить не удалось. Назначенное лечение не дало никакого результата. Нужно обследование, которое необходимо сделать не то чтобы на территории Краснодарского края, скорее всего, наверное, в Москве или Ленинграде, как получится. Поэтому речь идет о том, что тут помимо основного диагноза у нас еще и стоматология присоединяется, очень много сопутствующих диагнозов. Поэтому детям необходимо комплексное лечение, поэтому с этой целью обратилась в Ашан, надеюсь, нам помогут. Около 2 лет Роман и Владимир посещают реабилитационный центр «Асаркял» в Гудауте. Занимаются с дефектологами, психологами. По словам директора центра Ирины Розио, их лечение напрямую зависит от того, насколько грамотно им поставят диагноз. У детей гиперактивность, и дети всегда в разной такой психологической атмосфере находятся. Но мы видим динамику. Та работа, которая проведена нами в детском центре Асаркял города Гудауты, мы видим динамику, то есть дети, у них получается. Вместе с семьей они применяют все методы, возможные и невозможные. Но мы, понимаете, как это лучше сказать, пальцем в небо. Потому что, тут должен быть медикаментозное лечение грамотное. В силу ряда причин на территории Абхазии и Краснодарского края проведение обследования и лечения не представляется возможным. И поэтому необходимо вывести детей в специализированный медицинский центр. Стоимость обследования составляет 315 560 рублей. К нам обратилась мама детишек с помощью, чтобы их отправили на обследование. Так как у детей не поставлен окончательный диагноз, им необходимо выехать в Москву, где полностью пройдут обследование. Данное обследование стоит более 300 тысяч рублей. Для семьи это уже неподъемная сумма. И мы обращаемся ко всем с просьбой помочь собрать эту необходимую сумму, отправить детишек на обследование. Помочь близнецам Роману и Владимиру Парази несложно. Для этого нужно отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать на официальном сайте КБФ Ашан. Шазина Ханагуа, Алексей Уихава, Абхазское телевидение. Общественные организации «Русская община Абхазии», «Черноморское казачье войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии» и казаков-ветеранов боевых действий и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией Отечества поддерживают призыв посла России в Абхазии Алексея Двинянина встать на путь созидания и объединения соотечественников. Об этом говорится в совместном заявлении вышеперечисленных организаций. В заявлении также отмечается, что граждане Абхазии и российские соотечественники, проживающие в республике, устали от противостояния в движении российских соотечественников в Абхазии, которые долгие годы разрозненно действуют на территории страны и ведут бескомпромиссную борьбу за лидерство в координационных структурах соотечественников. В организациях считают, что снять это напряжение и конфликтную ситуацию в среде соотечественников поможет создание при посольстве общественно-консультативного совета по делам российских соотечественников, проживающих в Абхазии. Данный совет, нейтральный по отношению ко всем организациям, сможет сыграть важную роль в консолидации соотечественного движения в Абхазии. В Гудауте в рамках российской инвестпрограммы идут работы по ремонту главных городских дорог. На одной из них, улице Чанба, уже уложен новый асфальт. Всего в рамках программы планируют отремонтировать 5 улиц.
Наша улица в любом случае является как визитная карточка нашего города. И мы сегодня очень рады, что в смету включили эту улицу, и прокладывают асфальт, и это очень отрадно. И все жители, которые проживают на этой улице, мы благодарны сегодня российской инвестпрограмме, которая вкладывает свои деньги для улучшения инфраструктуры нашей страны. И наша власть, и президент, и премьер-министра хочу поблагодарить, и нашего главу администрации за то, что включили эту улицу на ремонтные работы. В Абхазской государственной филармонии состоялся отчетный концерт государственного детского хореографического ансамбля «Абаза». Концерт прошел при поддержке Министерства культуры Абхазии. Репортаж Сарии Кварацхелия. До начала концерта оставались считанные минуты, и мы решили заглянуть за кулисы. Ведь зачастую именно там происходят самые интересные вещи. Наури Адгуркурова уже 4 года танцует в ансамбле «Абаза». Несмотря на то, что за их спиной уже немало концертов, как признаются мальчишки, волнение перед выходом на сцену присутствует всегда. Там столько людей, когда мы смотрим, нам чуть-чуть стыдно и страшно. Как настроение? Отлично. У тебя здесь много друзей. Какой твой любимый танец? Мой любимый танец чеченский. А вот другой юный артист Нестор Топагуа вовсе не волнуется. Хорошее настроение. Ну, я не боюсь, но хочу потанцевать на сцене. Не страшно. Сколько лет ты уже танцуешь? 4. И вот долгожданный выход на сцену. Государственный детский хореографический ансамбль «Абаза» открыл свой отчетный концерт абхазским танцем. В концертную программу вошли лучшие танцевальные номера, созданные художественным руководителем ансамбля Циалой Чкадуа. Пока каждое выступление маленьких танцоров сопровождалось бурными аплодисментами в зале, Циала Ивановна за кулисами давала добрые пожелания перед выходом следующей группе танцоров. К сожалению, мы год уже не делали такого концерта. Мы после этой болезни страшной, которая ходит, уже 3 месяца только занимаемся, восстановили кое-какие номера. У нас 18 номеров, это тоже немало. Детки подготовились. На сцене тем временем девичий танец с куклами сменяется танцем пастухов в исполнении мальчишек 1 класса. Это выступление не оставило равнодушными даже самых маленьких зрителей. Ансамбль «Абаза» находится в постоянном творческом поиске новых хореографических тем. Здесь занимаются дети от 5 до 13 лет. За время существования «Абазы» огромное количество детей приобщилось к такому прекрасному виду искусства, как хореография. Во время грузино-абхазской войны в 1993 году беженцы, вынужденные покинуть родные места из-за боевых действий, проживали в пансионате Пицунда. Судьбу взрослых делили и дети, напуганные артобстрелами, лишенные всякой детской радости. Уберечь их от стресса и облегчить суровую атмосферу вокруг – это стало причиной создания небольшой группы танца. Так появился ансамбль «Абаза». Каждый номер «Абазы» срывал шквал аплодисментов. Юные артисты дарили такую энергетику, что душа рвалась на сцену, признавались зрители. Национальные танцы – это особая любовь, это всегда особые эмоции. И, как обычно, с удовольствием посмотрели концерт. Детки большие молодцы. Это отчетный концерт, их достижения за год. Чувствуется вклад руководителей, профессионализм и радуется душа, что такое количество детей вовлечено в национальную культуру. Хореографический ансамбль «Абаза» является неоднократным лауреатом и победителем фольклорных конкурсов, дипломантами фестиваля в парижском Диснейленде «Магия музыки и танца», участниками фестиваля кавказских народов за рубежом в Турции, дипломантами международного фестиваля «Танец длиною в жизнь» и многих других конкурсов. И самое главное, ансамбль продолжает радовать нас, зрителей, своим искусством. Сария Кварацхелия, Арина Гухава, Абхазское телевидение.
10-й юбилейный турнир по баскетболу памяти второго президента Абхазии Сергея Багапша пройдет в июле, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Соревнования стартуют 2 июля. В турнире примут участие 10 команд. Сборная Абхазии, команды из ДНР, ЛНР, Ростовской области, Краснодарского края, Черкесска, Волгограда, а также команда 7-й российской военной базы в Абхазии. Также планируется проведение торжественных мероприятий в Государственной филармонии. Международный турнир по баскетболу среди мужских команд памяти первого президента Федерации баскетбола Абхазии, второго президента Абхазии Сергея Багапша проводится в республике с 2011 года. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 17 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. С ночи и до полудня умеренный дождь, местами переходящий в дождь с грозой, возможен град. Температура воздуха ночью 15-20, днем 21-26 градусов тепла. Температура морской воды плюс 19 градусов. На этом информационный выпуск Амши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.